Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. От театра, кино и музеев до живописи и сохранения абхазского языка министр культуры России Ольга Любимова совершила первый рабочий визит в Республику Абхазия. 10 машин скорой помощи и мобильный медицинский комплекс передали районам Абхазии. В честь тех, кто стоит у воды, новая выставка открыла свои двери на площадке «Склад». Россия обсуждает с Абхазией открытие современного кинозала в Сухуми и совместное производство фильмов, заявила министр культуры России Ольга Любимова в ходе своего первого визита в Республику Абхазия. В программе визита встречи с исполняющим обязанности министра культуры Республики Абхазия Динарой Смыр и деятелями культуры, участие в торжественной части перед концертом Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого. Слово Элеоноре Гилаян. Визит министра культуры Российской Федерации начался с посещения Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Именно на его сцену с минуты на минуту выйдут солисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого. Ольгу Любимову встретили исполняющие обязанности министра культуры Динара Смыр и директор Абхазского театра Хибла Мукба. После небольшой экскурсии по зданию театра министры обратились с приветственной речью к собравшимся в зале. Культурные связи между нашими странами Абхазии и России достаточно долговременны, основаны на дружбе, культурно-духовной близости. За годы работы культурного сезона были реализованы мероприятия. В свою очередь Ольга Любимова подчеркнула, что сегодняшний концерт открывает год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, и это особенно важно. Обменных мероприятий, посвященных национальной культуре, это значимый элемент российско-абхазского сотрудничества. Ежегодно мы радуем жителей двух государств выступлениями ведущих коллективов и исполнителей. Культуры народов России и Абхазии всегда были тесно переплетены, являются образцом уникальной гармонии всех видов искусства. После торжественной части прошла двусторонняя встреча. На ней обсуждались вопросы развития сотрудничества в различных направлениях культурной деятельности, а также ближайшие совместные планы. Динара Смыр подвела итоги сотрудничества за прошлый год и отметила, что отношения развиваются динамично. Год был очень насыщен, интересен, большими мероприятиями, которые проходили как в Республике Абхазия, так и в Российской Федерации, где наши коллективы имели возможность выступать на лучших площадках России. Это первый концерт был у нас, состоялся в городе Саратов с участием Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии имени Василия Цургуш. Мы имели честь принять у себя в Абхазии Марийский академический театр оперы и балета имени Сапаева, который нам привезли замечательный спектакль Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Это, безусловно, гастрольный тур русского театра имени Фазиля Искандера, который, как нам известно, является одним из лучших театров русского зарубежья. Мы этим очень гордимся. Также наш Абхазский государственный драматический театр принимал участие в фестивале национальных театров в городе Уфа, который фестиваль называется «Тугунлык». Могу похвастаться, что День России мы очень торжественно отмечали в городе Сочи с участием камерного оркестра нашей республики, с участием фортепианного дуэта «Пиано-дуо». Могу сказать, что с большим успехом наша государственная хоровая капелла принимает участие в фестивале, пасхальном фестивале. Очень надеемся, что маэстро Гирги в этом году тоже нас пригласит. Отдельно Динара Смыр поблагодарила Ольгу Любимову за помощь и участие в спасении уцелевших при пожаре в Национальной галерее картин. Я хочу вас поблагодарить, Ольга Борисовна. Вы одна из
первых, кто протянул нам руку помощи. Буквально на следующий день вы с нами связались, и буквально через 2 дня к нам такой большой десант известных реставраторов не только в России, но и за рубежом провели у нас здесь колоссальную работу вместе с нашими реставраторами. Они сделали анализ, провели закрепительную часть каких-то работ и вот спасли около 150 работ, которые нуждаются в реставрации. Ольга Любимова подчеркнула, что в России никого не оставила равнодушным трагедия, произошедшая в Национальной картинной галерее Абхазии. И мне было особенно приятно, когда руководители крупнейших российских музеев буквально в первые же моменты, прочитав это, вот в этой нашей общей традиции такого братства, звонили в Министерство культуры и говорили, когда выезжать, когда борт, когда мы летим. Большое. И это, конечно, очень важно. Это тоже дружба и связь, и братство длиной в десятилетия. И очень важно, что у нас с вами есть возможность помочь этим людям, что есть возможности приняты решения о выделении средств и помощи на ремонтно-реставрационную деятельность внутри этих музейных пространств. Завтра обязательно вместе посетим, обсудим, посмотрим. Параллельно мы, конечно, понимаем, что есть невозвратно ушедшие шедевры, и мы знаем этих удивительных художников, прославивших этих край в своих полотнах. Счастье, что часть этих работ хранится в РосИЗО, счастье, что есть возможность делиться, счастье, что есть возможность действительно собрать эти шедевры и представить их в восстановленных музейных пространствах, где будет уже температурно-влажный режим, который позволит делать выставки. И параллельно мы очень рады, что откликнулись очень горячо наши крупнейшие музеи, Третьяковская галерея, и Севастопольский наш музей изобразительных искусств, и тот же РосИЗО, очень крупный наш центр, чтобы сделать пока большую, яркую выставку, которая как раз и благодаря невероятным полотнам художников описывает красоты этого края, и вместе, надеюсь, ее с вами еще откроем. Возвращаясь к намеченным планам, Ольга Любимова отметила целый ряд сфер, в которых Россия и Абхазия могут сотрудничать: образование, театры, музеи, фестивали. Во-первых, традиционный наш фестиваль Хибла Гезмава приглашает. Очень рады, что эта институция уже 23-й фестиваль, 22-й. Будем рады помочь и будем рады, дождемся от Хиблы Ливарцевны ее планов и программы, и также, конечно, поддержим это направление. Как и традиционно, вы справедливо заметили, что русский театр Фазилия Искандера – это один из самых любимых русских театров и на территории всего Содружества независимых государств, и в России. Вы знаете, что труппа с успехом гастролирует и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и много ездит вообще по России. Будем ждать и с радостью, а в свою очередь хотела в качестве анонса репертуара театра Фазилия Искандера упомянуть, что в этом году Абхазию посетит с ответными гастролями, как у нас принято, наш тоже любимый театр Евгения Вахтангова, академический, государственный. И я с прославленной абсолютно труппой еще определим, какого рода постановка была бы интересна вашему зрителю и всем гостям вашей республики. И также планируем продолжить поддержку русского театра в плане постановок. И в этом году у нас тоже своего рода премьера. Хотели бы вместе поработать с уникальным театром, Абхазский государственный драматический театр, в котором мы сейчас находимся, и дать возможность нашим коллегам выбрать и поработать не только в русском театре, на русском языке, но сделать и в этом театре какую-нибудь интересную и яркую постановку. На второй день визита министра культуры России в Абхазию запланирована встреча с деятелями культуры республики, а также посещение Русского драматического театра, Центрального выставочного зала и Национальной картинной галереи. Элеонора Гилаян, Сестрыку Агуха, Абазатова. Во второй день рабочего визита министр культуры России Ольга Любимова посетила Русдрам, оценила ход восстановительных работ в выставочном зале и картинной галерее. В нацбиблиотеке ей показали, как идет реставрация пострадавших в пожаре картин. За круглым столом Любимовой удалось пообщаться с деятелями культуры и обсудить, какие совместные проекты Абхазии и России смогут реализовать совместно.
Так, по итогам визита России и Абхазии уже могут планировать облегчение таможенных процедур для музейных выставок. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Свой визит в Абхазию министр культуры России Ольга Любимова начала с Русдрама. И сразу с подарков. Она передала сертификат на приобретение современного механизма для круга сцены. Мы вам сегодня передадим документацию на современный механизм для круга сцены. У нас Росконцерт привез, я уполномочила меня, потому что, конечно, очень важно, когда такое пространство, чтобы вот эти современные технологии, мы говорили, что пока еще это все вручную, это никогда не мешает талантливым людям, но хочется, чтобы больше было в этом смысле современных каких-то возможностей. Министр культуры России оставила пожелания на стене Русдрама, а затем встреча в театре продолжилась круглым столом с участием деятелей культуры Абхазии. Любимова сообщила, что в сентябре на форуме в Санкт-Петербурге будет подписан большой договор между министерствами культуры двух стран, содержание которого должны определить деятели культуры сами. Будем подписывать большой стратегический документ между двумя министерствами культуры в сентябре этого года на Санкт-Петербургском культурном форуме, как и положено. И туда войдут все наши общие планы, и мы их формируем. 25-й год уже сейчас сформирован по всем нашим направлениям. И нам показалось важным в мире таких современных технологий, когда мы много говорим о цифровизации, инновациях и так далее, встретиться в таком самом привычном для нас формате, обычные встречи с интеллигенцией, обсуждение проблем и того, как вы это видите. Таких проектов, которые вам кажутся необходимыми. В конечном итоге такие важные стратегические документы, подписываемые руководителями и главами ведомств, членами правительства, по большому счету формируются людьми, которые всю жизнь посвятили себя этому делу и которые много лучше чиновников и госслужащих знают, чем этой отрасли помочь. Участники встречи обсудили возможные совместные проекты на основании тех проблем в культуре Абхазии, которые можно решить совместными усилиями. Нина Эльбжани, директор Сухумского музыкального училища, обратилась за помощью в восстановлении Абхазского симфонического оркестра и предложила, какими путями это можно было бы сделать. Но для того, чтобы эта история состоялась, нужны по разным специальностям, это в основном духовые специальности. К сожалению, у нас таких преподавателей нет. Есть такая идея у нас была с дирижером оркестра, пригласить на временной основе, может быть, в течение 2 лет музыкантов из России, которые могли бы и играть в оркестре, и могли бы преподавать, чтобы мы вырастили это поколение. По словам Любимовой, целесообразнее отправлять преподавателей, студентов, музыкантов, духовиков в Россию, где за 2 года они получат хорошее образование и вернутся, что обойдется республике гораздо дешевле, чем приглашать музыкантов из России к себе. Найти специалиста, который уедет на 2 года, это невероятная нагрузка бюджета для вас, но лучше действительно научить своих, потому что просто мы не найдем таких, тут надо искренне разговаривать, да? Просто потому что я вижу, как на Урале невероятное предложение делают для духовиков, чтобы они переезжали в симфонический оркестр Челябинска, то есть с квартирами, с большими зарплатами, и все равно трудно искать. И мы их интенсивно своих учим, но это недостаточно. Поэтому, чтобы решать это быстро и технично, лучше взять талантливых детей, вы вспомнили, из интерната и так далее. Пожалуйста, есть все возможности. И вернуть вам уже готовых специалистов. Художественный руководитель Абхазгосфилармонии Смаджения предложила развивать детскую филармонию по аналогии с проектами, которые существуют в России для приобщения к классической музыке самых маленьких. Если направлять развивать детскую филармонию, я знаю, что в России сейчас очень активно это развивается, и всегда залы полные в филармониях, лекции для детей от интересных артистов под музыку в исполнении, может быть, наших музыкантов или приезжих. Мы были бы просто бесконечно благодарны. Также за круглым столом подняли вопрос сохранения абхазского языка. Лингвист, писатель Гунда Квициния предложила развивать и приобщать большее число жителей к абхазскому языку с помощью мультиков. И у нас есть опыт в этом тоже. Да. И мы очень много работаем, конечно, переводим мультфильмы, но создание своих мультфильмов – это, правда, очень дорого. По словам Любимовой, в России есть возможность получить помощь в создании анимационных фильмов. Необходимо лишь четко описать проект. Самое главное
особенно когда говоришь с творческими людьми, чтобы задумка дошла до самой формы проекта, да, чтобы был сценарий. Потому что если мы говорим о анимации для детей по абхазскому языку, Да. никто, кроме вас, это не может сделать. Мы Правильно. согласны с вами. У нас есть Да. вся база, у нас есть возможности технические, мы готовы поддерживать, есть программа по поддержке анимации Министерства культуры, в фонде кино, деньги даже есть. А глава Госмузея Абхазии Аркадий Джопа обратился к Любимовой с просьбой помочь с решением вопроса облегчения процедуры таможенного оформления экспонатов для выездных музейных выставок, так как экспонаты музея ждут на многочисленных выставках в России, но вывести их не могут. И не только на выставке, даже для реставрации. Мы не можем отсюда вывести наши экспонаты, наши музейные официальные экспонаты в России, чтобы сделать там экспозицию. Вот. Тем более оттуда сюда завозить очень тяжело. Помимо того, что у нас в музее сотни тысяч экспонатов от палеолита до сегодняшнего дня, там камень, металл, ткани, не знаю, всего дерева и тому подобное, конечно, реставраторы нужны. В Абхазии их не хватает. А вывозить мы не можем, повторюсь, я уже сказал причину. Можем, даже если вывезем, а завозить это очень будет тяжело, это будет неофициально. Режиссер Адгуркой выразил надежду, что театральные труппы, музыкантов и художников Абхазии Россия будет поддерживать не просто потому, что абхазы – малый народ, а потому что без спектаклей и других произведений искусства картина общего культурного пространства будет неполной. Быть достойными поддержки. И поддержки достойных, пожелал режиссер за круглым столом. Ни делячество, ни добивание всего тем, что мы малый народ, пожалейте нас, обратите внимание на нас. Конечно, на таком уровне существует большое снисхождение, раз существует факт встречи. А вот эксперимент сделать, ребята, научимся говорить правду. Это профессионально, это далеко не профессионально. Радости много, это от возраста, наверное. Но я был поражен нашим симфоническим оркестром. Я к вам обращался. Ребята, вот за что мне не стыдно. Понимаете, это великая вещь. Гордиться собою, сделав что-то с многоточием. Это вызывает к себе такое снисхождение. Так вот, с вашим приходом, с нашим знакомством, помимо всего этого, если будет восклицательный знак с правдой, вот тогда я вам буду благодарен. Также за круглым столом был затронут вопрос переиздания книги «Абхазия» в произведениях русских писателей, проблемы кинематографа и документалистики, сотрудничество журналистов с Министерством культуры России. А затем Ольга Любимова отправилась посмотреть, как ведутся восстановительные работы в выставочном зале Союза художников, который пострадал от пожара год назад. По словам строителей, при достаточном финансировании работа может быть окончена уже через 4-5 месяцев. Такие же сроки ставят строители, работающие над капитальным ремонтом художественной галереи. Чтобы действительно, чтобы вы понимали, это то, что было год назад. Также Любимовой показали, как идут реставрационные работы над картинами, пострадавшими в пожаре. Цех по восстановлению полотен оборудовали в нацбиблиотеке. Часть картин увезли в Россию благодаря личному распоряжению министра культуры России Ольги Любимовой. На этом ее рабочий визит в Абхазию завершился. Марьяна Котова, Валерий Квиквискирис, Асрыква Гухава, Абаза ТВ. Информация МИД Абхазии. Заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава принял сопредседателей международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Ключевой темой встречи стало обсуждение повестки предстоящего 63-го раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и актуальных вопросов региональной безопасности. Абхазская сторона подтвердила приоритетное значение заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией. Особое внимание стороны уделили вопросу возобновления деятельности механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гала, а также факторам, препятствующим реализации намерений сторон по возобновлению его деятельности. Проведение 63-го раунда женевских дискуссий намечено на 4-5 марта 2025 года. В Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия направлено заявление об аккредитации в качестве международных наблюдателей на выборах президента Абхазии делегации из Совета Федерации Госдумы, ЦИК и Общественной палаты России, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, парламента и ЦИК Южной Осетии, Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. В ЦИК также направили заявление об аккредитации наблюдателей за проведением президентских выборов в Абхазии, представителей различных международных общественных организаций из 25 стран. Граждане Абхазии, не прописанные на территории республики, могут принять участие в выборах президента на основании паспорта гражданина Республики Абхазия и удостоверения на право голосования. Центральная избирательная комиссия на основании письменного заявления избирателя выдает удостоверение на право голосования лично избирателю. В удостоверении вносятся паспортные данные избирателя, а также номер избирательного округа и избирательного участка, на котором избиратель вправе голосовать. По предъявлении паспорта гражданина Абхазии и удостоверения на право голосования в день голосования избиратель включается в дополнительный список избирателей на избирательном участке. При выдаче избирателю избирательного бюллетеня удостоверение на право голосования изымается и приобщается к дополнительному списку избирателей. Более 900 сотрудников милиции будут распределены по избирательным участкам в день выборов президента Абхазии. Об этом сообщили на совещании по вопросам обеспечения правопорядка во время выборов, которое провел исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут. Здание ЦИК и пресс-центра Центра избиркома будет обеспечена охраной, установлено сопровождение членов избирательных комиссий и выборной документации. Отмечается, что плотность патрульных нарядов в районных избирательных участках будет увеличена. Из числа руководства министерства по каждому району назначены ответственные кураторы. На Абаза ТВ продолжаются проекты предвыборной агитации. В их рамках сегодня в 20:00 смотрите беседу с кандидатом в вице-президента Республики Абхазия Алхасом Джинджал в записи. В актовом зале Кабмина прошла республиканская встреча кандидатов в президенты от Гурарзенба. Зал был переполнен людьми, а для тех, кому не хватило мест, снаружи здания установили экран, где избиратели в режиме реального времени следили за выступлениями. После собрания участники встречи направились на набережную Махаджиров, где на итоговую встречу кандидата собралось большое количество людей из разных городов Абхазии. 15 февраля многонациональный народ Абхазии выбирает не президента, не команду и даже не министра культуры. Мы с вами выбираем путь, по которому пойдет наш гордый, независимый народ, путь, где нас ждут большие успехи, путь, где наш красивый флаг будет возвышаться над нами, путь наших воинов, защитивших нашу свободу, путь патриотов. Это наша святая с вами миссия. В головной штаб кандидатов в президенты Роберта Аршба в Сухуми пришли его однополчане, ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Они пожелали ему победы на предстоящих выборах. Ни секунды не сомневаемся в победе вашей команды. Вы с Даутом Валентиновичем самые честные кандидаты. А наш народ разбирается в людях, сказали они. В Сухуми также прошла встреча кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии Роберта Аршба и Даута Аграба с молодежью.
Выразить свою поддержку кандидатам и задать им вопросы приехали молодые люди из всех районов республики. В своих выступлениях они отмечали, что возлагают большие надежды на команду Роберта Аршба и Даута Аграба и верят, что они справятся со всеми трудностями в достижении поставленных целей. Обратите, пожалуйста, внимание, что все наши города, вся наша республиканская трасса, все они усыпаны плакатами с портретами кандидатов, с призывами голосовать за того или иного кандидата или фамилию. Маркетологи и пиарщики вновь пытаются навязать нам образы и симпатии. Мы идем не только за личностями, мы идем за реформой, мы идем за идеей, мы идем за перемены, мы идем вместе с Робертом Аршба и Даутом Аграба, готовы к полной самоотдаче и самопожертвованию ради своего народа. «Я хочу, чтобы дети продолжали жить в свободной стране». Так называется интервью кандидата в президенты Абхазии Бадра Гунба. Автор проекта Лаура Джугелия. В этом интервью вы узнаете, какие цели Бадра Гунба ставит перед собой и каким он предстает в обычной жизни. Смотрите интервью Бадра Гунба в нашем эфире в 20:40. Арбитражный суд считает некорректными и преждевременными публичные высказывания должностных лиц о незаконности принятого им решения по исковому требованию Сухум-ГЭС. Решением суда первой инстанции от 6 декабря 2024 года исковые требования Сухум-ГЭС удовлетворены. Признано право собственности на линии электропередач, расположенной в Сухумском районе. Представители администрации Сухумского района и РУП «Черноморэнерго» против исковых требований не возражали. Решение в установленном законом порядке не обжаловали. Сообщается на сайте арбитражного суда. Арбитражный суд призывает должностных лиц относиться с высокой долей ответственности к формулировкам и публичным комментариям, а также поддерживать и уважать конституционный принцип независимости правосудия. 6 законопроектов обсудили на заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Расширенное заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам состоялось 12 февраля, сообщается на сайте парламента. Участники заседания рассмотрели проект закона о республиканском бюджете на 2025 год. Подробно обсудили параметры республиканского бюджета. Законопроект в первом чтении был принят 30 декабря 2024 года. Затем был рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности. Основной целью законопроекта, по мнению авторов, является создание правовых основ для стимулирования инвестиционных процессов в Очимчирском, Ткварчалском и Галском районах Абхазии посредством определения налоговых льгот и условий их получения. Депутаты также обсудили проект закона о внесении изменений в закон Республики Абхазия о введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот. Далее были рассмотрены проекты законов о едином социальном налоге, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия, о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о репатриантах. По итогам обсуждения было принято решение предложить парламенту рассмотреть данные законопроекты на ближайшем заседании сессии для принятия в первом чтении. На первом в новом году заседании Сухумского городского собрания по предложению депутата Романа Кутарба в повестку дня был включен вопрос о повторном внесении недоверия начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры Светлане Шаменковой. После обсуждения вопроса было принято решение провести тайное голосование согласно регламенту работы собрания. Из 14 депутатов 10 проголосовали за повторное выражение недоверия начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры Светланы Шаменковой. У нас реально остался месяц нашего созыва, который мы 4 года вместе с вами провели. За эти годы были некоторые хаотичные постройки, которые и жители обращались, и вообще, в принципе, по этому поводу мы с вами неоднократно собирались о том, что у нас нету кадастра, о том, что у нас нету как такового, да, как говорится, плана города. Давайте вот, я вас очень прошу, отбросим, сейчас я понимаю, какая-то предвыборная гонка, политические вот эти взгляды, я вас очень прошу, просто посмотрите назад и посмотрите на наш город.
Мы же все-таки депутаты городского собрания. Просто реально сейчас все эти взгляды, посмотрите, за эти годы в основном, если честно, было только не то, что недоверие, а реально застройки в тех таких местах, где историческая зона нашего города, да, и многие то, что историко-культурные наследия, которые мы были должны сохранить. Либо мы этот вопрос уже должны утвердить, имеется в виду, еще раз повторюсь, месяц созыва у нас остался. Пожалуйста, отбросьте политические взгляды, посмотрите на наш город. В соответствии со статьей 16 Закона Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия, Сухумское городское собрание повторно выражает недоверие начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры администрации города Сухум Шаменковой Светлане Владимировне. Объемы хамсы, выловленные к середине февраля, в 6 раз меньше аналогичного периода прошлогодней путины, рассказал зампредседателя Комитета Абхазии по экологии Мурман Соломка. По его словам, к этому времени в прошлый сезон было выловлено около 30 тысяч тонн рыбы. Хамсы в этом году мало, еще не все компании приступили к работе из-за температуры морской воды, которая не опускалась ниже 10 градусов, объяснил Соломка. Люди и даты в истории Абхазии. 13 февраля исполнилось 75 лет со дня рождения народного поэта Абхазии, выдающегося мастера поэтического слова, кавалера ордена Акдзябша, лауреата Государственной премии имени Гулия, одного из лидеров национально-освободительного движения Рушбея Хазаратовича Смыр. Он оставил яркий след в развитии современной абхазской лирики, жанров баллады и поэмы. На его слова создано более 60 произведений современной абхазской музыки. Поэма Семра и спектакль на ее основе режиссер Мадин Аргун стали знаковым явлением абхазской литературы. Рушбей Смыр внес огромный вклад в формирование художественно-философской мысли, расширение семантико-выразительных возможностей родного языка. В воскресенье 16 февраля в нашем эфире смотрите передачи с участием Рушбея Смыр из архива Абаза ТВ. Совет Краснодарского регионального отделения общероссийского общественного движения «Россия молодая» передал в дар Абхазии 10 автомобилей скорой помощи и передвижной мобильный медицинский комплекс. 13 февраля на площади Свободы в Сухуми состоялась торжественная церемония передачи техники. Новые автомобили отправятся в Горздрав Сухум, а также в центральные районные больницы Гагарского, Гудаутского, Гулрыпского, Ачимчирского, Ткварчалского и Галского районов. Подробности в репортаже наших корреспондентов. 10 автомобилей скорой помощи и передвижной мобильный медицинский комплекс. Такой подарок от Краснодарского регионального отделения движения «Россия молодая» получила сегодня Абхазия. Торжественная церемония передачи техники прошла на площади Свободы в Сухуми. Новые машины отправятся в центральные районные больницы, где их ждут с особым нетерпением. Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, новые автомобили и мобильный комплекс помогут спасать жизни в самых отдаленных уголках страны. Я думаю, все эти транспортные средства, каждая карета скорой помощи спасет не одну сотню жизней. Все районы республики практически будут охвачены новыми транспортными средствами. Вот сейчас еще мы говорим о том, что установлено флюорографическое оборудование, маммографическое оборудование, кареты скорой медицинской помощи оснащены по самой современной комплектации. Хотел бы выразить слова благодарности Российской Федерации. Уже не первый раз Российская Федерация нам оказывает такую помощь. Это все нацелено на благо нашего народа. Ключи от новых автомобилей вручали исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Бутба и председатель Совета Краснодарского регионального отделения движения «Россия молодая» Роман Марченко. Он подчеркнул, что Российская Федерация продолжит и в дальнейшем поддерживать Абхазию на пути к модернизации и улучшению всех важных отраслей. Республика Абхазия является не просто для нас дружественным государством, дружественной страной. Это воистину братская страна для нас. Здесь проживает очень много наших соотечественников. Безусловно, мы понимаем, что у Республики Абхазия есть много неотложных нужд, в том числе и в модернизации системы здравоохранения. Российская Федерация, безусловно, будет оказывать всяческую помощь
в развитии всех отраслей развития Республики Абхазии. Как это делалось всегда, как делает, так и всегда и будет. Для Творчальского района новая машина – настоящий подарок. Здесь всего 5 автомобилей скорой помощи, которые обслуживают весь район. После пандемии ковида они сильно износились и часто ломаются. Новая машина станет хорошим подспорьем в работе, поделился завгар Творчальского ЦРБ Астамур Харчилава. У нас районы такие есть, которые бездорожье изнашиваются. Бывает, что в день по 3, по 4 раза, по 5 бывало ездили во время ковида, выезжали туда-сюда. И вот износ, понимаете, мы это делаем, а изнашиваются, и мы очень даже нуждались в машинах. Мы довольны всем. Хотим выразить огромную благодарность Российской Федерации. Огромное спасибо, что услышали нас в таком быстром, скором времени. И вот, в принципе, мы очень благодарны вам. Кулрыбский район самый большой в Абхазии. Здесь на 3 кареты скорой помощи приходятся десятки населенных пунктов. Новая техника станет важным дополнением к уже существующему парку, говорит главврач Кулрыбского ЦРБ Айнар Хишпа. Не менее важно, что машины уже укомплектованы всем необходимым для любых случаев неотложной помощи больным и пострадавшим, отметил Хишпа. Такая машина нам была необходима. У нас очень большой район, за сутки бывает более 10 вызовов. Вот. И во время транспортировки пациента важно не только время, но и комфорт. Данная машина оснащена всем необходимым. Тут есть и детский реанимационный набор, и реанимационный набор для взрослых, ИВЛ, дефибриллятор, то есть отсос. Все самое необходимое по современным стандартам. Данная машина укомплектована, и мы очень рады такому подарку. Новые автомобили скорой помощи и мобильный комплекс уже в ближайшие дни начнут работу, помогая спасать жизни и улучшать качество медицинского обслуживания в республике. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу, 14 февраля, погоду Черноморского побережья Абхазии формирует холодный атмосферный фронт с юга. Облачная с прояснениями погода, дождь, местами в предгорьях возможен дождь со снегом. Атмосферное давление высокое, нестабильное, температура воздуха днем плюс 3,8, температура морской воды плюс 9. Относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.